Я себе помню, відаць, позна, гадоў 5. Самыя першыя ўражанні, так сказать, ад свету звязаны з возерам. Возера там у нас недалёка. Вот аднойчы мой, значит, там сябр Володя Головач, ён быў старэйшы за мяне на 4 гады. Кажа, пойдзем на возера. Ну, для мяне это, конечно, было вельмі цікава, але ж это нелёгка. Ну, это, может, километра 1,5. Самовольно все. И вот мы пошли. Вот треба там пройти поле, выйти на гору. И с горы открывается озеро. Озеро лесное, внизе лежит. Ну и вот это самое, я як убачив, это, значит, такое чуд такие. Еще захопляло. Поэтому самое поэтичное, самое романтичное мое восприятие свету, самое первое, так сказать, это шло от этого озера. Там было все самое цікавое. Апроч гераічнага яшчэ было шмат што іншае на вайне. Наша літаратура узяла з гэтай вялікай, так сказать, вялікага абшару вот гэтай наскладанай, так сказать, правды, взяла толькі вычленіла, можна сказаць, один аспект гераічны. Але я хочу сказаць, што аднаго гэтага аспекта для выражэння ўсёй правды явно недостаткова. То есть можно сказать, что на войне отбывший весь комплекс переживания науков и человеческих проблем. Там и житье, и смерть, и народжение, и становление, и самостверджение, и героизм, и его антипод, трусость, и здрада. Все там было. Война катилась под отхон. Днями был узят Берлин. А мы уперліся ў нямецкі абарончы рубеж за невялікім аўстрыйскім гарадком. І трэці дзень стаялі на месцы. Немцы часам пастрэльвалі з гарматаю мінамётаў, і тады сярод ладных востраверхіх дамкоў гахалі выбухі, і ўшчэнт разлятаўся наўкола чырвоны друз чарапіцы. Бои идут, так сказать, довольно вяло. Это уже май на носу. Но уже конец войны, в общем. Берлин уже взят. И вот перестрелки, пехота тоже не наступает. И вот однажды радисты говорят, завтра подписание капитуляции Германии. А мы получаем приказ атака. Зачем? Что она даст? Это же, так сказать, местная самодеятельность. Приказано, значит, нам напрямую наводку сопровождать фото. Да, ну, все, не только я, написали письма, мой штытюк последний путь. Мне бесконечно жаль твоих несбывшихся мечтаний и только боль воспоминаний. Правда, протянули еще час, и 8 часов после короткого, так сказать, артналета пехота поднялась и пошла. И вот когда она пришла, достигла без всякого сопротивления немецкой траншеи, оказалось, что там немцев нет. Они чуть раньше смылись, нам задали
садиться на машины, цеплять гарматы и догонять немцев. И вот мы, значит, так сказать, сели и жеманули. А дорога забита немцами. З усходу прут насустрач американцам. Все идут туды. Пехота, там артиллерия, понимаешь, танки, все жмут туды, как только могут. А мы их обгоняем. Пехота, так сказать, Гитлер капут, капут, война капут. Ну, мы там, конечно, за этот путь, который снимаем часы попутно, некоторых там разоружаем, эсэсовцев. Мы возле моста остановились, американцы. Мы на той бок не ходили, яны пришли к нам. Солдаты. Пришло их человек 4-5, мой взвод. Модно было, так сказать, меняться. На память, там, часами, так сказать. Ну, дошло до того, что они поменяли. Ну, во-первых, у нас было вино. Напились там. Поменяли, нарешті, автоматы свои, поддавали. Значит, и поснули. Прямо в кузове в Слободках. Начальства ніякого не было. Ну, все пили, можно сказать. Я трохи з вечора заснув, так само підпівши з американцями, а після проснувся неділі ночі, пішов. Маленький такий гардок, Ротенман, солдаты разбили вороты продовольственного склада. Велизный склад, забитый штабелями, спиртное, консервы, мука, шоколад, ликеры. Ну и начали выгружать. Ну, я тоже подогнал в Студебекер и нагрузили, значит, так сказать, ликер, шоколад, там сыр такие в тюбиках, значит. Австрийцы пришли, чехары. Там же довольно голодно было. Старичок один пришел с некой мисочкой, просит муки мисочку. Говорю, что ты муки поймешь? Или мешок? Давай свою спину, значит, подставляя сгорбленную мою мешок. Навалили. Думали, что там храсти под мешком и попер вот так сбоку в бок. Дякуючи там. Данки, данки. Домино, пусть веселым не надо печали. Домино, нет счастливее нас в этом зале. Видишь, я с тобой, друг любимый мой. Домино, слышишь, счастье стучится в окно. Домино, не забудь никогда этот час. Завтра явилось начальство, поставили нашу охрану с двупокол на мосте, все отобрали. Для нас весна.
lanterne, quand le jour s'enfuit, là où de lanterne, on a de menus. Mais dans ce coin, Чым болей часу мінае з памятнага траўня 1945 году, тым болей пытанняў ставіць мінулая вайна. Абясцэньваюцца шмат якія з нядаўніх каштоўнасцяў, узнікаюць новыя. Маладым пакаленням здаецца, што для іх настаў час, не звязаны з праклятым мінулым, якое стала заслужаным лёсам іхных бацькоў і дзядоў. Але пачакаем з высновамі. Далёка не ўсё ў жыцці атрымліваецца так, як трэба. Тым больш на вайне. Каб дасягнуць мэты, часам трэба да апошняй магчымасці змагацца з магутнаю сілай абставін. Іначай праваліш справу і прападзеш сам. Наогул, вайна бязлітасная да кожнага, але сапраўды першым на фронце гіне баязлівец. Менавіта той, хто болей за іншых даражыць жыццём. Зрэшты, даволі гіне і смелы. Вышли венгры, форсировали Дунай. Три дни форсировали, и все не удало. Все топили в Полтавах на лодках. И там немцы их всех колошматили на тем боку. И невидатно вот было, что просто только, значит, снизу приди мокрый, ты расскажешь, что там удалось. Это продолжалось до того часа, покуль прошли бронекатера Дунайской военной флотилии, высадили десант, и началось наше наступление уже на правом береге.
кожний день і кожну ніч. Наше наступлення було від села до села. Ползком, по канавам. Сопротивление было, все возрастало. Уже так вымотали, что бессонница, что сказать. Не спать, есть там, ты поешь. Кожный день. Ось я перший раз захворів у Румунії на малярію. І ось, значить, зимою трошки була передишка, а весною почалися приступи. Некая регулярность была, так под вечер, а боком бачиш воду. Пруд, реку, озеро. Вот убачив воду и починаю пітарати. И вот одним местом мы, значит, занимали командные позиции на прямой наводке. И помнишь, сорневой были и кустики росли. Там древцы, кустики. Меня затрясло. Ну так я туда пошел, там машинельный лег. На меня сверху солдат там навалил. Шинелев, знаешь, холодно, так немецко. Так меня, знаешь, колотило это озноб. Колоть, и я заснул после этого. Я пам'ятаю, значить, це було те саме, що 20-ті роки, батьки запрог коня, поїхали у Стайки, там некий молебен. Це було вельми цікаво, але з гори конь понес, і мені здалося малому, що він у озеро з гори якраз. Это вот озеро, как я говорю, назывался Беляковский. Ну, так вот, тут, конечно, озеро было вельми хорошее, я не потерялся, там островок. И побач, як Спариж, меньшая. А поміж ними, через речку, через мостовки, проходит дорога. А коли конь понес, я очень страшно. Прочнувся, і нечто дуже тихо. Даже уже темно. И на место нашей огневой уже нема моей, гарматы нема, не видать. Стоять некие люди. Знаешь, и глядят части не туди, куди завжди до фронту глядять у покора, а наоборот. От я ще приглядівся, приступився. Німці стоять. Я так дошли в село, і там комбат загадав, так сказати, так само оттянуть гарматы на окраину села. Командир думал, что я пошел в деревню. И он не думал, что тут некие лохманы лежат, там в кустах. Сбоку 30 метров. Вот. Ну, конечно, я устал. Я мне глядят не мой бок, в село глядят, где те уже наши. Уже это темно. Я их только бачу на фоне неба, их силуэты. Один у кассы, другие, помню, пилотцы с козырьком. Я, значит, ползком, потом, пригнувшись, значит, так сказать, дело. Нашел там своих, а комбат говорит, где ты был, понимаешь, мы тут тебя искали. Я говорю, у немцев.
наша рота автоматчиков побраталась в Молдавии с немцами. Солнце, весна, вниз речечка протекала. Наши под один бок речки, а немцы по другой. Стали ходить по воду. Почали перекидываться махорку, те сигареты, так сказать. В общем, братание почалося самое, что не есть. И протягивалося оно ці не 2 дні. Организовал там все это за каперщиком был с нашего боку старшина роты автоматчик. Командир роты не было, там командир взвода был за команду молодых хлопцев. И домовились 3 дні, там сколько есть махчимость, так сказать, перемирия. Но дело в том, что, вот почему я это написал, дело в том, что раненых отправляли в тыл, и там Цветков, так сказать, стукает. И вот тут, значит, мой взвод с 2-го батальона ночью перекидывают 2 сорокопятки. Значит, мы ночью там заняли огневые, трохи копались. А раніцей, значит, развиднело, у нас батальон подрихтовался, так сказать, до атаки. Гляжу. Идут с высоты немцы к речке. Идут, значит, так, свободно, с оружием, но открыто. У нас на прицеле всего батальон. Ну, человек 6. Подходит, значит, к рце и кричат: «Эй, Иван!» Мне ж такое кричать по-своему. Vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen bei der У Laterne. нас все замерло. Я нечто постояли, щоб між собою поговорили. Останнє, що заподозрили. І двоє бігом кинулися назад. Бігом. А это так само почали от річки тягнутися. І от тоді урезали, значить. Атаковали. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daran. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide da stehen. Die eins, Lili Marley, die eins, Lili Marley. И Ренус 2. Deine Значит, мы урезали по их, ну их побили, конечно. И пехота поднялась, я не молчать. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir И вот уже осталось там так. Речка, потом лужок, потом башня размокшая. И потом крутое такое место с маленькими кустиками. И тут они урезали. И только несколько человек раненых выпустило по этому, до речки. aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie ein Traum
Толькі там паклалі, так сказать, і крэда так, як заўсёды. Толькі хацелі, столькі абараняліся, так сказать. Збіць іх было немагчыма. Такое яны сам не уходили. Вядома, каб выжыць, трэба было перамагчы. Але перамагчы можна было толькі выжыўшы. У такое чортава кола загнала людзей вайна. Абараняючы сябе і краіну, трэба было забіць не аднаго, а шмат. І чым болей было забіта, тым болей надзейным было існаванне аднаго і ўсіх. Жыццё праз пагібель ворага. Іншага выйсця на вайне, мабыць, і не існавала. Вайна на дзіва сляпая у адносінах да людзей і далёка не па іхных заслугах распараджаецца жыццем. Як нідзе ў мірным жыцці, тут здрадлівы і зменлівы лёс чалавека, якому, каб выжыць, ні на хвіліну нельга выпускаць з рук тугіх лейцаў абставін. Пры ўсякіх, самых немагчымых умовах трэба старацца кіраваць імі. Сидели целый день. А вечером, когда притемнело, командир батальона свернул батальон в колонну и повел некуда в поле, в степь. И вот начальник штаба не то завел. Попробуй по карте, да ночью, да в степи. Ну, заблудились. Приехал генерал, начал бить это майора, сорвал его погоны. И вот мы идем, довольно светло, некая дорожка полевая, так трошки наезженная. Бои идут там, ali в боку, а тут тихо. Раптом я гляжу, слева дороги, стоят некие люди. И вот я только убачу это плиты, еще ничего не поспел. И як полоснулись, значит, с кулеметов по всей колонне.
ураганный кинжальный огонь, наша рота, значит, насустреч этому самому шагов 10 с дороги даже пробег и упал. Бачу, что дело наше шва. По-перше, идут там, сколько их там, черт, 4 цыплят, так сказать, и они говорят, мало того, что говорят, скосят свои кулеметы. А глянувся назад, наши разбились по полю туды. Тут мало сталося, только, видать, забитые, не такие дурни, як я. И это им кричать, ну сдавайся. И я решаю для себя просто. Вскакиваю, так сказать, 2, 3, 5 шагов, снова падаю. Снова вскакиваю, снова падаю. И я відчуваю, вони, значить, по мне, як черги, починають коло мене, так сказать, я падаю. Як вони трошки переміщаються там по других, я вскакиваю. Трошки от них оторвался. И, значит, вот в этот момент ударило довольно, так сказать, здорово. И я упал. Упал, думаю, ну, перебило, так сказать, ногу. Думаю, коли перебило, то все, значит, чушь. Ну, все-таки тяжко, думаю, подломится, коли подломится, значит, все. Нога не подламывается. Я исчез, значит, трохи пробег. И снова упал. Но в этот час пехота уже отстала от нас и начали настигать танки. И вот, значит, один танк приехал прямо на меня. И я, значит, киданул гранату, но не удало, так сказать. Видать, я не докинуться, не попал, не взорвалась. И он, видать, это зауважил. Трошки довернул и на меня, так сказать. Я гляжу, развикаюся життям. И окулився, так сказать. И в опошний момент ноги, так сказать, из-под его. И он так вот коли меня по шинели, так сказать, еще гусеницами, так сказать, и попер. Мне только этот снегом от гусеницы обдало, покатил, стреляючи. И бачу, поднимается фигура, и он, значит, так сказать, ловчей улупил ему гранату. Танк остановился, начал дымиться. А я с этого места, боком на коленях, значит, так сказать, начал выбираться в бок. И тут как раз сам инструктор. Он каже, не надо туди. Туди все берут. И мы, правда, значит, неяк взяли в бок и неяк, так сказать, вышли из-под этого удара. И вышли на некую дорожку. На дороге он меня наспех перевязал, и мы пошли, значит, с его допомогой по Скорбику, я по этой дороге, в некое новое село. И вот меня сволокли в двор, положили на ложек. Темно, ночь, на столе нечто стоит. Я запустил руку, там бурак, варили. Я бурак почал їсти. И, значит, лег коля мене, як ти лежить вже на ложку. Почав, конечно, руками розширили, що мог працювати на салон. Вранці почало відніти. Гляжу, немец лежит со мной, раненый, но он уже помер. Он уже холодный, одубенел, а я ще будь-тем живый был. Які крики, ніхто нікуди біжить, туди-сюди. Так таки помню, ранок, сонце висвітило, яркое. И я стал разуметь, что отбывается. От этого холоднечет, недосыпания, от этой самой. Я уже не ведаю, кто увез, наши или немцы. И я думаю, что ж я буду тут лежать немцы. Я выполз у сени, достал пистолет и лежу. Чую, бегают.
по дворах, по улице. И чую, а вот и не наша немцы. Достал вот так пистолет. И тут же, ну, тут двери закрыты, но дверь открываешь, и я тут же, не напротив, сбоку. Так что, когда, скажем, двери немного приоткрыть, то видать, что я тут не за дверами, а на дворах. И вот, значит, тук-тук-тук по дворы, открываются двери, немец. Значит, одной рукой дверь открываю, а другой автомат. А я с пистолетом вот так лежу. И я могу выстрелить, так сказать, вот в эту секунду. Ему, чтобы выстрелить, надо перехватить автомат в правую руку. И вот он, значит, открыл двери, повернулся и побег. Я подарил ему жизнь, а он подарил мне. И вот я там пролежал, так сказать, еще некий час після, видать, немцы отсюда выветрились. Наши пошли. Пошли машины наши. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Траншеі прымоўклі, адчуўшы набліжэнне самага важнага, для чаго сабраліся тут, аддачы баявога загаду. Пасля чаго ранак ужо будзе належыць не ім. Для некага з іх гэты дзень, напэўна, стане апошнім у ягоным жыцці. Але кожны з тых, хто стаяў цяпер у траншеі, пераборваў у сабе гэтае дрыготкае адчуванне, маскіруючы яго то паспешнай закуркай, каруценькім жартам, пустой, неабавязковай тут рэплікай. Яны былі не навічкі на вайне, умелі валодаць сабой нават у такім самотна гнятлівым чаканні, як гэты, апошнія перад атакай хвіліны. Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Вядома, ён быў асуджаны на пагібель і разумеў гэта з дастатковай у яго стане выразнасцю, хоць і не вельмі шкадаваў аб ім. Выратаваць яго нішто не магло. Ён не спадзяваўся на цуд. Ведаў, што для такіх з прастрэленымі грудзьмі цудоў на вайне не бывае. Ён ні на што не спадзяваўся. Ён толькі хацеў памерці нямарна. Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag
Ён хацеў верыць, што ўсё зробленае ім у такіх пакутах павінна недзе адбіцца, у чымсьці выявіцца. Няхай не сёння, не тут, не на гэтай дарозе. Можа, у іншым месцы, праз нейкі няпэўны час. Павінен жа ў гэтым быць нейкі, хай не дужа каб значны, але ўсё ж чалавечы сэнс. Wann wird man je verstehen? Ну, тады ж мы мало што разумелі тут. Ну, калатнеча была страшэнная. Все перапуталася, пераблыталася. Немцы развалілі Трэці украінскі фронт дребезгам. Выйшлі к Дунаю. І Сталин дозволил Малиновскому и Толбухину решать, оставить ли эти разгромленные части на правом берегу Дуная или эвакуировать фронт на левый берег. А переправа была всего две, Антонов через этот Дунай. Приняли решение эвакуировать, чтобы спасти остатки. Но пошла шуга и снесло обе переправы. И таким образом эти самые части остались, так сказать, сами за себя. И наших там, вот в этом полке, там все застались. Как раз на нашем участке был прорыв. Вот теперь вот устраивают же там эти встречи. Вот я все пытаюсь, так сказать, то из 924-го полка не помню. Не помню. Все там, не помню. Все там.